По престоле Семен Бикбулатович, как отмечено выше, является ярчайшим примером единства русско-татарской элиты и примером единства народов русского мира на основе православия. Именно татарско-русским единством объясняется тот факт, что в дальнейшем смутное время татары вместе с русскими, мордвой и другими народами освобождали Москву от поляков и не помышляли даже ни о какой независимости от русских, так как это было абсурдно само по себе, как это быть независимыми от самих себя. Крупная победа для православных татар произошла 29 августа 2020 года в Казани на расширенном МИЛИ-ДЖН, Национальном собрании Всемирного конгресса татар с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Ментимера Шаймиева, вице-премьера России Марата Хуснуллина и всей элиты республики, а также делегатов татарских общин России и из-за рубежа, была принята судьбоносная для всего татарского народа стратегия развития татар, в которой православие признано исторически традиционной религией татар наряду с исламом, а татарский народ по факту двухконфессиональным, что соответствует действительности, как у осетин. Таким образом, по отношению к татарам впервые за 7 веков со времен хана Узбека была восстановлена историческая и религиозная справедливость. Сегодня в России мы наблюдаем возрождение православной татарской мирной реконкисты и начало мирной духовной экспансии русского мира на территории стран ближнего зарубежья, Турции, Ирана и Китая. Внимательный наблюдатель не мог не заметить, как русская православная